Сыктывкарский университет на сегодня самый массовый по программам высшего образования. Он единственный учит на врача. Для этого в нем оборудован специальный симуляционный центр. Второй год здесь продолжают набор по направлению педиатрия. Спрос ожидается невероятный. Молодежь сегодня называет профессию героической. Все наши студенты реально выходят в медицинские учреждения на реальную практику и работают уже с реальным оборудованием, с больными. То есть вот это практическое обучение для будущих врачей, оно наиболее важно. Но при этом, конечно, специальное симуляционное оборудование. Из года в год количество заявлений растет преимущественно на гуманитарные специальности. На них же и самые высокие баллы при поступлении. А вот спрос на рынке направлен на технарей. Такие кадры готовит лесной институт. Строительство и лесное дело, энергетика и инженерия. Вузом представлен весь спектр подобных специальностей. Особенностью приема в этом году является, в первую очередь, это подача заявлений, которые имеют очень длительные сроки. С 15 июля по 18 августа идет прием документов. Он проходит в онлайн-режиме. Кадры в сфере управления готовит Академия госслужбы. 5000 юристов, экономистов и госслужащих уже вышли из стен единственного вуза республиканского подчинения за более чем 20 лет. Сегодня здесь 8 самых востребованных образовательных программ. При этом можно получить возможность учиться за рубежом. К примеру, в Финляндии. На каждом из направлений, увы, всего 2 бюджетных места. Попасть на них значит преодолеть невероятный конкурс. Однако стоимость платного обучения здесь ниже, чем у других. Документы можно подать через личный кабинет, сайт Академии, подать через электронную почту. При этом, при всем, следуя рекомендациям руководства, мы не исключили и традиционную форму подачи документов, то есть предварительно записавшись, с соблюдением всех требований, так скажем, эпидемиологических и противоэпидемиологических, можно прийти и сдать документы. Подготовкой кадров для ведущих предприятий занимается Ухтинский государственный технический университет. С момента основания вуз подготовил более 85 тысяч сотрудников для нефтегазовой, геологической и строительной областей. Еще во время обучения студенты получают возможность пройти стажировку в компаниях. Причем с вероятностью дальнейшего трудоустройства. Об этом своим абитуриентам здесь рассказывают через онлайн-конференции. Мы направляем студентов пробовать свои научные силы в другие вузы по всей стране. Организуем зарубежные командировки. И, разумеется, наши студенты являются постоянными участниками конференций специалистов, которые регулярно проводят названные компании: «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Лукойл». Итак, абитуриенты могут сдать документы сразу в 5 вузов, причем выбрав только 3 направления в каждом. Особенность этого пандемического года – то, что оригиналы можно будет подать, когда учеба уже началась. Виктория Денисова, Олег Юшков, телеканал Юрган.